Магия, которая возможна только в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как удивительным образом люди пропадают в одной стране, а появляются в другой. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Произошло резонансное событие, которое удивило многих таджиков. На видео, которое было опубликовано в воскресенье на YouTube-канале под названием «Бехдошт ТВ», запечатлены двое мужчин в штатском, представившиеся как Араз и Рамзи Вазирбековы. Человек, похожий на Араза Вазирбекова, говорит на русском языке, что он 45-летний житель Москвы. Сегодня утром я добровольно приехал в Таджикистан, и здесь ему сообщили, что у следственных органов есть несколько вопросов к нему в связи с событием в городе Харок. Он сказал, что готов ответить на все эти вопросы, и если на нем нет вины, то его отпустят, и он вернется в Москву. Молодой человек рядом с ним представился Рамзи Вазирбековым и сказал, что подтверждает, что слова Араза правдивы, что они находятся у следователей. Неизвестно, кто записал и выложил в интернет это видео продолжительностью около 2 минут. А если эти двое действительно Вазирбековы, то какой структурой они были задержаны? Также неизвестно, было ли записано видео добровольно или под давлением и угрозами, что вполне вероятно. Много вопросов остаются без ответа. В чем их обвиняют? Как они появились в Таджикистане? Обеспечены ли адвокатом? Ни один из государственных органов не прокомментировал экстрадицию и задержание Вазирбековых в Таджикистане. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, она правдива и что они здесь делают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, 30 июля Памир Daily News, освещающий события, связанные с Бадахшаном и выходцами из этого региона в Таджикистане и в мире, сообщил в своем телеграм-канале об исчезновении 2 активистов памирской диаспоры в Москве. По данным портала, Ораз и Рамзи Вазирбековы исчезли из аэропорта Домодедово в ночь на 29 июля. Их рейс из Екатеринбурга совершил посадку в Домодедово в 19:30, о чем они сообщили своим родным. После этого их номера стали недоступны, пишет автор сообщения. Российские власти пока не прокомментировали данный факт. Араз и Рамзи Вазирбековы известны своими оппозиционными взглядами в отношении политики таджикских властей. Ранее оба опубликовали свои обращения о том, что если вдруг окажется в Таджикистане, то это значит, что их похитили спецслужбы этой страны. Араз Вазирбеков является гражданином России и в марте этого года заявил в интервью «Голосу Америки», что его жизни угрожает опасность. «Я являюсь гражданином Российской Федерации более 15 лет. Таджикские спецслужбы это прекрасно знают. Несмотря на это, они пишут одно за другим ходатайства российским коллегам. Меня хотят представить перед российскими властями как идеолога организованной преступности группировки памирцев», сказал он. Памир Daily News сообщает, что за последние полгода из России были похищены и доставлены в Таджикистан как минимум 5 уроженцев Республики Таджикистан. Среди них Амридин Алаватшоев, один из самых влиятельных активистов среди молодежи Бадахшана. Он пропал в России в январе этого года. Родственники спортсмена 3 недели тщетно пытались найти о нем какую-либо информацию. Лишь в начале февраля власти Таджикистана официально признали, что Алаватшоев находится в следственном изоляторе Душанбе. Позже его приговорили к 18 годам лишения свободы. По словам правозащитников, в период с 2005 по 2018 годы было похищено или пропали без вести не менее 15 граждан Таджикистана, живущих за рубежом, в частности в России. Считается, что большинство этих инцидентов имеют политическую подоплеку. А как думаете вы и как вы ко всему этому относитесь? Почему у Таджикистана так легко получается похищать людей? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.